Продолжаем эфир нашего канала программой новостей. И коротко о главных темах выпуска. Санитарные врачи и службы сработали оперативно. Власти Ленского и Алданского районов отчитались о работе с заболевшими COVID-19. Когда речь идет о жизни и здоровье огромного количества людей, выбора нет и нужно потерпеть. Сергей Собянин вводит пропускной режим в столице страны. Коронавирус не внес изменений в расписание полетов, но изменил режим подготовки. Космонавты МКС перед отправкой на орбиту дали большое интервью журналистам. За минувшие сутки 3 человека вылечились от COVID-19 в Якутии. Теперь на лечении остается 6 человек, 13 пациентов полностью выздоровели. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава региона. Состояние больных в Ленске и Алдане оценивают как средней тяжести. Также глава сообщил, что анализы супруги больного в Ленске тоже могут показать положительный результат, так как у нее наблюдаются все признаки болезни. Однако женщина добросовестно соблюдала режим самоизоляции, и ее состояние не угрожает здоровью других людей. Сейчас полностью уже выявлен круг лиц и по Ленску, и по Алдану, тех, кто контактировал с больными. У всех них отбираются анализы. И мы надеемся, что до конца сегодняшнего дня у нас будут результаты по Алдану. А уже ближе к завтрашнему вечеру, к вечеру воскресенья, у нас будут данные из Мирного, уже через которые идут анализы ленские. Вот. Мы верим, что все-таки все те меры, которые сегодня приняты и в Ленском районе, и в Алданском районе по полной изоляции населения, они принесут свои положительные результаты, и мы не допустим дальнейшего разрастания очагов этой эпидемии. Как заявили власти территории, в Алданском и Ленском районах приняты все необходимые меры по изоляции заболевших коронавирусом. Санитарные врачи и службы сработали оперативно. Заболевшие помещены в инфекционную больницу. Службами Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения и МВД проведена работа по определению круга контактных лиц. Среди них граждане, которые летели с заболевшими на самолете или ехали в такси. В оперативном порядке приняты необходимые меры по их изоляции. Вместе с тем главам районов было поручено усилить работу по медицинскому наблюдению за ними. Районным властям необходимо регулярно докладывать о ситуации на территории муниципалитетов в республиканский оперативный штаб. 2 человека находятся в состоянии средней тяжести. В Якутской клинической больнице рассказали о состоянии пациентов, больных коронавирусной инфекцией в Якутске. По словам главврача учреждения, у всех, кроме 2 человек, наблюдается стабильное состояние. Диагностические мероприятия проводятся в полном объеме. Состояние других 2 пациентов средне-тяжелое. Главврач Николай Васильев в очередной раз призвал жителей и гостей столицы поберечь себя и других и не выходить за пределы дома без острой необходимости. А если такая необходимость все же возникла, то соблюдать дистанцию от других граждан на расстоянии 1–1,5 метров. Круглосуточное патрулирование ведут на улицах Мирного. Что грозит нарушителям режима самоизоляции, расскажет Анна Брянская. Вы живете по одному адресу? Да. Нет, отец и сын? Да. Почему вдвоем вышли? Рекомендовано выходить по одному? Он приезжий, здесь ничего не знает. Он из Забайкальского края приехал. Последние указания властей местность, видимо, тоже не знает. Поход в отделение одного из банков у этих 2 мужчин закончился встречей с полицейскими. Нарушили режим самоизоляции, получайте письменное предупреждение. Избежать претензий со стороны правоохранителей не удалось и Владимиру Бурцеву. Впрочем, у этого мужчины есть веские причины не находиться дома. Работает сантехником, как раз возвращался с объекта. Планировал забрать в офисе пропуск. Их, напомню, глава Мирнинского района еще в начале месяца рекомендовал сделать всем руководителям. Ответственность за нарушение, предусмотренной статьей 6.3 Кодекса об административном правонарушении, это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Здесь санкция штрафная составляет от 15 тысяч для граждан, для должностных и юридических лиц там на порядок больше и достигает 200 тысяч. Проверяют полицейские и автовладельцев, останавливают водителей, просят объяснить причину нарушения режима. Как оказалось, многие думали, личное авто и есть средство защиты. А почему вы без маски?
Ну, я за рулем еду, маска есть, все нам на работе все выдают. Маска есть, просто за рулем сам мокро, жарко. Как показывает практика, многие мирнинцы пренебрежительно относятся к самоизоляции. Это можно понять, например, заглянув в дневное время в городской парк. Здесь и мамы с колясками, и дети. Я не вижу такой большой какой-то проблемы на сегодняшний день именно по нашему городу. Насколько мне известно, не зарегистрировано ни одного случая. Целыми днями сидеть дома не хочется. Ситуация серьезная на самом деле и, конечно, требует повышенного внимания, но действительно сидеть 24 часа в сутки дома – это невозможно. В ближайшее время Мирнинский район будет патрулировать весь личный состав местного отделения полиции круглосуточно. Даже если вам пришлось покинуть стены дома, правоохранители рекомендуют иметь при себе паспорт. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Владимир Путин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в регионах. В перечне указано, что мониторинг ситуации, межведомственное взаимодействие, обмен информацией будет идти через единый информресурс, сокращенно ИЦК. Там же будут размещены сведения о готовности региональных систем здравоохранения к оказанию медицинской помощи, исходя из различных сценариев распространения COVID-19. Кроме того, правительство рассмотрит возможность направления средств на компенсацию региональным бюджетам расходов на медпомощь больным коронавирусом из других регионов. Также Кабмин и главы регионов совместно с рабочей группой Госсовета обеспечат инвентаризацию в медицинских организациях. В едином информресурсе будет создана база данных. Сами же медорганизации будут укомплектованы персоналом. Речь идет о перепрофилировании врачей других специальностей, привлечении преподавателей и студентов медвузов. В свою очередь МВД с Росгвардией примут дополнительные меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях, а также будут контролировать соблюдение гражданами установленных ограничений. Правительство продолжает работать над подготовкой нормативной базы для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, необходимо предоставить таким предприятиям годовую отсрочку по налогам и сборам. Сейчас мы активно готовим правовую базу для новых мер поддержки малого и среднего бизнеса. В том числе, чтобы предоставить таким предприятиям годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых мы ранее продлили. И дать возможность на полгода также приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды. Понятно, что это дополнительная нагрузка на федеральные фонды и обязательного медицинского страхования, социального страхования, пенсионный фонд. Поэтому мы компенсируем связанные с этим выпадающие доходы из федерального бюджета. Премьер также подчеркнул, что Министерство внутренних дел формирует нормативную базу для автоматического продления срока действия паспортов и водительских прав. Страны ОПЕК+ согласовали комплекс мер по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. Об этом в пятницу сообщил министр энергетики России Александр Новак во время встречи с коллегами из стран Большой двадцатки G20. Министр отметил, что в условиях самоизоляции, на которой находится около 4 миллиардов человек по всему миру, существенно замедлилась экономическая активность населения. Обострение кризиса в энергетической сфере может привести к серьезным социально-экономическим последствиям. Падение инвестиций в нефтегазовом секторе, ухудшение положения и разорение энергетических компаний приведет к появлению и других проблем, которые сделают невозможным устойчивый экономический рост, сказал Новак. Пропускной режим с понедельника введут в Москве. Как сказал мэр столицы Сергей Собянин, когда речь идет о жизни и здоровье огромного количества людей, выбора нет и нужно потерпеть неудобства. Подробности в материале далее. Московские власти решили ввести в городе с 13 апреля пропускной режим. Это одна из ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Как сказал мэр Сергей Собянин, ситуация начала ухудшаться. Резко выросло число больных с пневмонией. Он особо остановился на вопросе о пропусках. Пропускной режим передвижения по городу – это неизбежное дополнительное ограничение и неудобство. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. Процесс будет разделен на этапы, объяснил Собянин. На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором этапе для поездок в
в других целях и на третьем этапе, если понадобится, передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Он отметил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Городские власти, однако, оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Дополнительные ограничения касаются функционирования предприятий и организаций, кроме государственных органов и системы здравоохранения. Например, придется прекратить все строительные и ремонтные работы, за исключением тех, что связаны с медицинскими объектами и общественным транспортом. Приостанавливаются услуги каршеринга. Торговля продуктами питания и аптечными товарами продолжится в прежнем режиме. Анализы 170 человек показали первичные положительные результаты на коронавирус в Уфе. Среди них пациенты и сотрудники Республиканской клинической больницы. Сейчас учреждение изолировано, установлена охрана. Все сотрудники и пациенты, которые находились там в этот момент, на карантине. Отрабатываются первый, второй, третий круг общения, в котором пациенты были в ретроспективе 14 дней и более. За ними уже установлено медицинское наблюдение. На кадрах видно, что на воротах больницы висит табличка с надписью «Вход закрыт». То же самое рассказал журналистам и Андрей Молочный. Мужчина, по его словам, несколько часов ожидает у дверей приемного покоя, чтобы передать пациентке продукты, но его туда не пускают. К другим темам. Жильцы дома по адресу Клары Цеткин, 7 строительного округа столицы Якутии бьют тревогу. Их дом ушел под воду. Квартиры первого этажа, в том числе и подъезды, заполнились сточными и фекальными водами. К этому привело резкое потепление и, как следствие, оттайка снега и ледяного пласта. Жильцы обращались в управу своего округа, также в управляющую компанию «Юнион», но решить сложившуюся ситуацию они не смогли. Заявку на откачку в диспетчерскую УК оставляли еще в четверг. Меры не приняты до сих пор. В итоге квартиры первого этажа ушли под воду. Жильцы не знают, как жить в таких условиях и выполнять меры по самоизоляции. Они просят расселить дом, так как ситуация повторяется абсолютно каждый год. Мы с четверга звоним в ЖЭУ, что нас затопило. Нам сказали, ждите, заявка будет. В пятницу мы звонили, диспетчер кидает трубку, сказала, ждите, ждите. Я говорю, почему со мной так разговариваете? Она бросает трубку. Ну это же невозможно. Мы говорим, что мы тонем, в квартирах вода. Ждите. Я говорю, когда будет ваша отработка? Она, я отправлю, вам сделают мостики. Никто до сих пор так и не пришел, не сделал. И как нам жить? Сейчас у нас идет коронавирус, самоизоляция. И как мы должны сидеть? Дети маленькие есть в третьей квартире, внуки уехали. Как им здесь находиться? Это невозможно. Вот посмотрите, это плесень, это голимый туберкулез. Ракета-носитель «Союз-2-1А», стартовавший с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз-МС-16» с экипажем из 2 россиян и американца. Полет прошел в преддверии Дня космонавтики. Перед началом миссии космонавты пообщались с журналистами и рассказали, как повлияла пандемия коронавируса на их подготовку и сам полет. Кажется, что мир уже не будет прежним. Из-за пандемии коронавируса отменяются крупнейшие спортивные мероприятия, деловые форумы, закрыты магазины. Люди осваивают удаленку, дистанционное обучение. На подходе мировой экономический кризис. Но одно остается неизменным. Полеты в космос с COVID-19 отменить не смог. Правда, внес некоторые корректировки. В этот раз те меры безопасности, которые были приняты, они были еще более объемлющими. Мы с Ваней, наверное, последний месяц жили в Звездном городке, и Крис, наверное, тоже около месяца провел в Звездном городке на карантине. На Байконуре мы уже находимся более 2 недель тоже на карантине. В этот раз не разрешили провожать космонавтов на орбиту и родным, хотя этой традиции уже много лет. Мы, как экипаж, пострадали из-за этого вируса. Таким образом, что к нам перед стартом не могут приехать наши родные и близкие. Но также мы понимаем, что весь мир страдает из-за этого кризиса. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы сейчас с нами были наши семьи, но мы понимаем, что нам нужно вести себя именно так, чтобы оставаться в безопасности. Космонавты шутят, что на орбите у них тоже будет самоизоляция. Правда, вопрос, чем себя занять, не стоит. Запланировано много экспериментов, выход в открытый космос, обязательные занятия спортом. В свободное время можно почитать. Главное, не переедать. И это очень важно для корабля «Союз». Есть определенные ограничения по разнице веса между членом экипажа, который сидит в левом кресле, и членом экипажа, который сидит в правом кресле. Таким образом,
Если мои коллеги будут рыться в холодильнике, они должны сделать это как-то так, чтобы их вес менялся одинаково. Также космонавты рассказали, что сейчас набор в звездный отряд в России открытый, и каждый желающий может проверить свои силы. Вся информация есть на сайте Роскосмоса. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Это были все новости. До встречи в следующем часе.